Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня понедельник, 14 февраля 2022 года. Мы снова с вами на канале Туркмен Халкы ДВТ. Добро пожаловать на наш информационный канал. В сегодняшнем своем выступлении я бы хотел рассказать о выборах, назначенных на 12 марта в Туркменистане. Давайте в предисловии я начну с того, как это начиналось. Как вы знаете, 11 февраля 2022 года президент Туркменистана 2 недели ранее этой даты объявил о том, что внеочередное заседание Халк Маслихаты будет, и я вас оповещу о моем каком-то важном решении. Наступил этот день 11 февраля. Несмотря на то, что весь Туркменистан находился в карантине, а это значит, между областями, между районами проезд был запрещен, люди не могут передвигаться, базары закрыты, магазины закрыты, работают только продуктовые магазины. В это время этот человек собирает народное собрание под названием Халк Маслихаты, расширенное заседание кабинета министров, госчиновников, в общем, всех собрал где-то 1500-2000 человек. Этот незаконно избранный президент Бердымухамедов, проведя это собрание, рассказывал об итогах своих достижений в 2021 году, где все это было, достижения были очень страшные, но это все представил в прекрасных красках. И тем не менее он объявил о программе на 30 лет до 2052 года и сказал, что он уходит в отставку. Обратите внимание, в Туркменистане в настоящее время дороги закрыты внутри. В Туркменистане в настоящее время 45% населения находится за пределами Туркменистана в качестве трудовых мигрантов и в течение 2 лет из-за коронавируса не эвакуированы в Туркменистан. Им въезд запрещен. Авиасообщение не ходит. Ходят какие-то чартерные рейсы, непонятные. Эти чартерные рейсы только связаны с тем, чтобы родственники вице-премьеров и президента Туркменистана ездили покупать золото в Турцию и на обратном пути забирали людей. То есть всего было за 2 года осуществлено 35 вывозных рейсов со всего мира. При том, что 45% населения, более 1,5 миллиона человек, находится за пределами Туркменистана, которые не видели из-за коронавируса своих детей, внуков, родителей и так далее, и так далее, и так далее. Многие семьи из-за этого разрушились. Многие люди умерли, были захоронены в Турции или в других местах. Запрещено людей перевозить в Туркменистан. Больных, умерших, неважно. Вот в этих условиях Бердымухамедов объявляет, что в 2021 году они добились очень высоких показателей социально-экономического развития Туркменистана. Темпы роста были, сумасшедшие, 6% там и так далее, и так далее, и так далее. Как всегда, в течение 15 лет бла-бла-бла-бла. Но что самое главное, на этом заседании 11 февраля президент Туркменистана ушел в отставку. Тут же в этот же день Меджлис Туркменистана, Нижняя палата Туркменистана, объявила о проведении выборов в течение 1 месяца, 12 марта. То есть, получается, кандидаты должны быстро зарегистрироваться до 12 марта, предоставить все условия для регистрации, далее провести выборы, то есть предвыборную кампанию в течение месяца и 12 марта уже закончить. При том, что страна на карантине, при том, что 45% населения за пределами, при том, что те, которые за пределами люди, им даже паспорта не продлили. Они в нелегале. Обратите внимание, если Ниязов в 1991 году провел безальтернативные, одиночные, единоличные с одним кандидатом выборы и набрал 99%, то Бердымухамедов сделал еще легче. Он просто парализовал население внутри и снаружи. Он объявил выборы, и с одним единственным кандидатом остальные 5-6 кандидатов только для создания демократических выборов, он делает эту же схему, но еще похлеще.
Если Ниязов хоть разрешал людям прийти на голосование, свободно голосовать, то люди сейчас заперты у себя дома. То есть это называется захват власти. Это называется назначение своего сына официально президентом Туркменистана в очень короткое время. Еще раз я хочу ваше внимание сосредоточить на одном пункте нашей Конституции Туркменистана. Наша Конституция Туркменистана с 1991 года раз 7 изменялась. Ее краили, убирали, меняли. Все делали, чтобы диктаторы никогда не позволяли другому выбраться, быть избранным. Например, там есть пункт такой, что человек может избран или может быть кандидатом в президенты Туркменистана, если он проживал в течение 15 лет безвыездно, последовательно в Туркменистане. Это было сделано для того, чтобы оппозиция не приезжала в Туркменистан и не участвовала на выборах. Они не имеют никакого законного права. Или там еще какие-то пункты, еще. Это было все сделано под одного человека, под диктатора, который управляет страной. Все права его были настолько увеличены, и все права нашего народа настолько уменьшены, что это не конституция, это личный индивидуальный документ. Тем самым он превратил Туркменистан в индивидуальное предприятие. Почему я так говорю? Смотрите, он президент Туркменистана, он премьер-министр Туркменистана, он верховный главнокомандующий, он председатель Государственного совета Туркменистана, он председатель Верховной палаты Туркменистана и Милли Кеңеша, то есть парламента Туркменистана. Он забрал все конституционные власти образующего государства. 3 ветви власти. Теперь обратите внимание, я вам зачитаю 76-ю статью Конституции Туркменистана, действующей Конституции, которая была изменена в 2021 году с 1 января, которая действует. Статья 76. Президент Туркменистана не вправе передавать исполнение своих полномочий другим государственным органам или должностным лицам, за исключением полномочий, предусмотренным 2, 15, 18, 71 Конституции Туркменистана, которые могут передаваться только председателю Халк Маслихаты. А он сам председатель Халк Маслихаты. То есть, даже в случае его там невозможности, болезни, он может только себе передавать. Далее. Если президент Туркменистана по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности, в данном случае уходит в отставку, впредь до избрания президента его полномочия переходят к председателю Халк Маслихаты, то есть к Берды Мухамедову. Выборы президента Туркменистана в этом случае должны быть проведены не позднее 60 дней со дня перехода его полномочий к председателю Халк Маслихаты, то есть Народного собрания. Председатель Народного собрания Берды Мухамедов, он уходит в отставку и тут же становится временным исполняющим обязанности Туркменистана. Обратите внимание, вначале было 5 должностей. На сегодняшний день он временно исполняющий обязанности Туркменистана, соответственно, временно исполняющий председатель Кабинета министров, соответственно, верховный главнокомандующий, соответственно, председатель Государственного совета Туркменистана, соответственно, председатель Народного собрания. Что изменилось? Куда ушел Берды Мухамедов? Ушел ли он в отставку? Или это, вот знаете, на вокзалах играют же вот 3 шарика, то есть 1 шарик и вот так вот его это. Как это называется, я не помню. То есть это просто обман. Грубый обман своего народа. Это не обман, это смешно. Вот в таком государстве Туркменистан живет, и поэтому никакие права туркменистантов не соблюдаются. У нас нет общества, у нас нет пространства демократического общества, у нас нет пространства гражданского общества. Все демократические институты, извините меня, не работают. Все государственные институты не работают. Работает один президент, который запирается у себя в бункере и играет на гитаре. Поэтому все стало. Его интересует только 2 задачи. Сколько выкопали газа и сколько выкопали нефти, и быстрее. Все. Остальное он выходит потанцевать, поплясать. Вот с таким президентом туркменский народ не живет, а погибает. Далее. Я дочитаю 76-ю статью. Лицо, исполняющее обязанности президента Туркменистана, не может быть выдвинуто кандидатом на пост президента.
естественно, в этот период не могут быть внесены изменения в Конституцию Туркменистана. То есть, другими словами, без шансов оппозиции, без шансов извне, с одним единственным кандидатом и их клонами, то есть 4-5 чиновника, один преподаватель, которого никто не знает, 2 министра там и так далее, которые, если вдруг народ за них проголосует, сразу голоса им отдадут, этому Сердару Бердымухамедову. И эти выборы пройдут с победой Сердара Бердымухамедова. 80, 90, там сколько-то процентов. Мы узнали в Саятском Этрапе, в Хакимлике Саята, то есть в мэрии Саята, за 2 недели до объявления Бердымухамедовым об отставке уже вытащили 6 кандидатов или 8 кандидатов, не знаю, наш активист увидел, с портретом Бердымухамедова Сердара, его сына, и других кандидатов. И уже мэр ходил, говорил, что вот выборы, голосуйте за Сердара Бердымухамедова. Утром он выставил, после обеда наш активист пришел, то есть у Хакима спросил, он говорит, да, выборы, вот нам сказали выставить, Сердар должен победить, голосуйте только за него. Еще даже народного собрания не было, еще даже ничего не объявляли, еще даже народ не знает ни о чем, уже везде все есть. После обеда этот человек пришел, Хакиму тот говорит, я ошибся, я рано выставил. Он даже не стесняется. Не знаю, что теперь с этим Хакимом делают, то есть мэр, но, к сожалению, вот этот спектакль, он дает свои ошибки в звеньях. Потому что машина, которая работает, она тупая, неуправляемая. Еще смешная вещь. Нам с Марынского вилайата один мэр, мы с ним связались. Он говорит, нам уже пришли установки, сколько процентов Сердар Бердымухамедов должен получить здесь. Справа у меня стоит МХМшник, слева МХМшник, спереди МХМшник, справа МХМ. МХМ это национальная безопасность. У меня даже шансов нет. Если я это не сделаю, меня просто убьют. Я спрашиваю у него, а как же выборы? Он мне отвечает, о чем ты говоришь? Здесь жизнь или смерть, а ты о каких-то выборах. Все вот эти в голосовых урнах, которые проголосовали, мы все сожгем, чтобы следов не было. Мы дадим эти результаты, у нас даже шансов нету. Вы нас извините. Народ Туркменистана не встает, у нас шансов нету это все изменить. И вот после этого Бердымухамедов завершает спектакль, который он начал в 2019 году. Он объявил о изменении Конституции. 25 сентября 2020 года он изменил Конституцию, подогнать под это. И как 40 лет исполнилось Сердару Бердымухамедову, он проводит вот эту схему. Ничего же не мешает, если он остается на Халк Маслахаты, продолжать работу до 2024 года, когда состоятся нормальные выборы. Чтобы никто не подготовился, чтобы никто не успел, срочно объявляются выборы и срочно делается. Это инструмент диктаторов. Запомните, во всех странах все делается срочно, никто не успел, все проспали, никто не подготовился. Оп, используя административный ресурс, более 450 тысяч человек, голосование происходит. Неважно, за кого вы голосуете. В Туркменистане это происходит. Теперь давайте мы посмотрим предвыборные обещания Бердымухамедова. Там было столько обещаний. Реформы, демократических институтов, установление демократических институтов, установление свободной прессы, там, установление прав человека, там столько вещей. Я возьму только один пункт. Вот я взял из его обещаний. Бердымухамедов обещал сделать интернет доступным для абсолютно всех жителей Туркменистана. В 2007 году, 14 февраля, пардон. В 2006 году всемирная сеть была доступна всего лишь 1% населения. Многие сайты были заблокированы правительством Туркменистана. В своей телевизионной речи Бердымухамедов заявил, что интернет и новейшие технологии связи должны быть доступны каждому гражданину. Я вам скажу, сегодня интернет в Туркменистане дефицит. Сегодня нельзя смотреть YouTube, Facebook, социальные сети, много сайтов и так далее, и так далее, и так далее. То есть за 15 лет он не только открыл интернет, он закрыл его. За 15 лет Бердымухамедов, девальвируя манат
существующий в 2007 году в 20 раз, даже вот этот новый монат, он обвалил в 6 раз. Иногда это доходило до 10 раз. То есть наш туркменский монат не конвертируется по официальному курсу 30 лет. Вы можете себе представить? То есть все, что он добился за 15 лет, не укрепил монат, он не конвертируется по тому курсу официальному заявленному. Он конвертируется на черном рынке по курсу в 6 раз дороже. Наверное, ни в каких советских странах это не осталось. В Туркменистане это продолжается. Это основное достижение Бердымухамедова. Продуктовые карточки, очереди за хлебом. Люди стоят с 5 утра очереди за хлебом, и в 11 часов это заканчивается. У людей на 1 месяц дают 1 ляжку на семью. Американскую эту буш ляжку на 1 на семью на 1 месяц. Чтобы получить зарплату или наличность, надо простоять очередь. Иногда месяцами. И если я буду говорить, это очень много. Все отрасли упали. Социальная катастрофа, экономическая катастрофа, политическая катастрофа. Этот человек себя и свою страну сделал токсичным. Никто не хочет из демократических стран общаться с Бердымухамедовым. Ни одна страна ему не доверяет. Ни одни международные инвестиции не идут. Международный валютный фонд официально сказал, мы не верим никакой статистике Туркменистана, все обман. Официально. Вся статистика ложь. По статистике 6 миллионов человек проживает в Туркменистане. Мы узнали, в Туркменистане проживает всего лишь 2 миллиона 350 тысяч человек. Как мы это узнали? Мы обратились ко всем министерствам. И во всех министерствах мы собрали цифры заготовок для поддержания населения, сколько надо муки, сколько надо макарон, сколько надо хлеба, мяса и так далее, других яиц и других продуктов. У них есть данные закрытые, на сколько человек надо все подготовить. На 2 миллиона 350 тысяч. Приблизительно 1,5 миллиона находится за рубежом. В итоге 3 миллиона 750 тысяч человек туркменов населения имеется в Туркменистане. Обратите внимание, в 1991 году, когда Ниязов начинал, население Туркменистана составляло 3 миллиона 950 человек. За 30 лет мы не увеличились, демократическая проблема стоит. Мы уменьшились на 200 тысяч. При том, что туркменские семьи многодетные. При том, что туркменские семьи любят детей. Они делают всегда много детей. Я вам простой пример расскажу. Одна женщина при живом муже в Мары идет на базар, выбирает у кого подороже продукты, подходит к нему и говорит, возьми меня в жены, 3-й, 5-й, рабом, вот у меня 3 ребенка, просто корми их. Вот в этом бардаке так называемый Аркадак себя называет герой Аркадак и национальный лидер. Теперь сами скажите, кого он национальный лидер? Своих родственников, которые грабят страну, безбашенно, или сам Бердымухамедов национальный лидер? Сам себя. Почему я это вам все рассказываю? Это за 15 лет Бердымухамедов все, что он добился. Если я буду рассказывать о всех проблемах, у меня не хватит даже сегодняшнего выступления. Надо будет делать несколько выступлений, потому что это катастрофа. Этот человек привел Туркменистан в катастрофу. Он превратил Туркменистан в закрытую тюрьму, с закрытым режимом особым. Теперь он превращает этот Туркменистан в психбольницу, потому что он очень много курит этого героина, и у него голова ушла. Обратите внимание, в Туркменистане запрещены все цвета автомашин, кроме белого. Запрещены бамперы боковые. Иногда бывает на белых машинах черные, значит, бампера спереди, боковые спойлеры. Все должно быть белое. И бамперы, и боковые спойлеры. Более того, поддоны двигателей должны быть белые. Вы можете себе представить? В противном случае не проходит контроль техник,
то есть технический контроль, в противном случае вас останавливают и штрафуют. Почему? Потому что человек психически больной. Когда он едет по городу, все должно быть в белом мраморе, как в психбольнице, и все должно быть белое. Маленькая черная вещь его психически расстраивает, и он уходит в стресс. Вот такой психически больной управляет мной. Обратите внимание, сейчас, 12 марта, будет избран безальтернативно его сын Сердар Бердымухамедов. Что ждет Туркменистан? Что будет с Туркменистаном? Давайте посмотрим. Вице-премьер Сердар Бердымухамедов на протяжении последних нескольких лет работал на всех должностях. Министр, вице-премьер, губернатор области Ахалского вилаята, человек, который управляет финансами, вице-премьер, который контролирует Центробанк, всю кредитно-денежную систему. Человек, который контролирует всю телекоммуникационную систему. На следующей должности он контролировал все отрасли, где только не работал. Не то, что провалил, завалил везде. Этот человек завалил, этот человек завалил все, что можно. Теперь этот человек выдвигается на пост председателя, то есть президента Туркменистана. Что ожидает Туркменистан? Дни еще хуже. Этот человек, чтобы снизить курс доллара, ранить курс доллара, нашел суперсхему. Какую? Каждую ночь, рабочие дни, 2 миллиона живых долларов с химического завода поступает в Центральный банк. Он вместе с национальной безопасностью берет эти деньги, 2 миллиона, раздает валютчикам, говорит, вы там 50 копеек прибавляйте, ваш курс должен быть продажи такой-то, такой-то. И на черном рынке регулирует курс вице-премьер страны, который контролирует кредитно-денежную систему. Это его решение менеджерское для уменьшения курса доллара на черном рынке. Можете себе представить? Он даже не понимает, что есть другие кредитные денежные инструменты, что есть специальное Министерство финансов, Министерство экономики и Центробанк. Можно было это достичь другим способом, более легально. Просто нету валюты. Туркменистан банкрот. Они не хотят это признать. Обманывают всех, дают кредиты направо-налево, а свой народ умирает без хлеба. Вот в этой стране мы живем. Поэтому сейчас вся оппозиция, все граждане Туркменистана начинают давать свои кандидатуры на пост президента Туркменистана. Я прошу весь народ Туркменистана участвовать в этих выборах. Не смотрите, не падайте духом. Туркменистан это не Бердымухамедов. Мы его никогда не избирали. Туркменистан это не Сердар Бердымухамедов. Мы его тоже не избирали. Поэтому голосуйте за кандидатов, кого вы считаете нужным. Голосуйте за демократических кандидатов, которые борются за человеческие ценности, за ваши права, которые хотят, чтобы все богатства страны распределялись между людьми ровными долями. Чтобы у каждого была возможность подняться, заработать, чтобы минимальные социальные пособия обеспечивали полностью семью. Чтобы он не бедствовал нигде, чтобы его семья не бедствовала, чтобы конвертация была днем и ночью, чтобы любой человек выезжал из Туркменистана в любое время и заезжал в любое время, особенно граждане Туркменистана. Сегодня, чтобы выехать из этой тюрьмы, граждане Туркменистана, с них требуют взятку 20 тысяч долларов. Поэтому они там застряли. Они ждут открытия дороги, как манну небесную. Дорогие туркменистанцы, время пришло, выборы. Подключайтесь. Мы 30 лет это не делали. Не огорчайтесь, воодушевляйтесь, наберитесь духом и идите вперед. У нас нет другого выбора, кроме свободного выбора. Голосуйте за кандидатов, участвуйте в выборах. Вот так мы поставим демократию в Туркменистане. Я всех благодарю за участие в этих выборах. Кандидатов, избирателей, всех. Участвуйте, покажите Туркменистану, покажите всему миру, что туркменский народ готов голосовать. Его просто не допускают
к свободным выборам, что нету свободных выборов. Эти спектакли диктаторов уже надоело, уже смешно, уже не работают. Поэтому Туркменистан только вперед. Спасибо.